Здравствуйте! Сегодня я вам представлю своего гостя, уважаемого Дэвида Саттера, американского писателя, журналиста, публициста, автора книг о России. Стоит напомнить, что Дэвиду Саттеру запрещен въезд в Россию. Это первый случай, когда Россия запретила американскому журналисту с момента распада СССР посещать свою страну. Здравствуйте, Дэвид. Здравствуйте, здравствуйте. Дэвид, я недавно выписал вашу книгу «Меньше знаешь, крепче спишь». И пока она ко мне не дошла, я ее читал, конечно, частями. Ну и вот недавно я ознакомился с вашей статьей в «Таблет». Вы ее написали, как будто она написана в 2020 году, и сразу после того, как Путин провел вот это незаконное голосование. Очень много вопросов у меня возникает к вам. Вы летали в будущее, или это как-то вам помогло понять эту систему раньше по каким-то другим причинам, без машины времени? Ну, безусловно, без машины времени. Я просто долго работаю в России, в Советском Союзе, и как-то чувствую ментальность русских лидеров и что можно от них ожидать. К сожалению, я тоже чувствую, что можно ожидать от американских лидеров, которые не очень радуют. Но я писал эту статью 3 года тому назад, потому что я старался получить информацию от нашего американского правительства по поводу информированности в отношении взрывов в домах в 1999 году. Я кое-что узнал, меньше, чем я бы хотел, но что-то все-таки узнал, и я бы хотел об этом писать. Да, вы, Дэвид, в этой статье как раз прямо статья так и называется, как Америка помогла сделать Владимира Путина диктатором на всю жизнь. Скажите, какую информацию вы получили и какую бы вы считаете следовало бы, которую вы еще не получили, но хотели бы получить? Вот вы сказали, вам недостаточная информация была. Посольство, безусловно, имеет своих информаторов в Москве. Я здесь не говорю о шпионах или о тех, которые работают на Америку, но люди, которые просто готовы разделять взгляды и их информированности по поводу текущих событий. И что я не получил? Я не получил оценки. Какие оценки были сделаны наш Госдепартамент и тоже наш ЦРУ по поводу происхождения этих взрывов? Они говорили, что если они не могли это разглашать, потому что это может вредить русско-американское отношение. Что сказал эти информаторы? Ну, я имею в виду эти источники, эти люди, с кем дипломаты как-то легально общались. Они сказали, что эти взрывы были абсолютно подозрительные, и что они боялись, что если бы раскрыли правду по поводу чего случилось, это может просто очень серьезно разрушить страну. Россию имеется в виду, да? Я имею в виду Россию, да. И поэтому я об этом писал и хотел привлечь к этому внимание. Дэвид, я долгое время глубоко не вникал вот в эту проблему, в эти взрывы, знал очень много поверхностно из открытых источников информации, в первую очередь журналистских расследований.
Но как-то я прочитал ваше расследование, вашу статью, и там вы четко указываете, что Ельцин мог быть причастен. У меня в голове всегда как бы вспоминается Патрушев с его, это был сахар, а не гексоген, и Путин со Здановичем, которые занимались там прикрытием, ну и Путин как премьер-министр, буквально перед этими взрывами премьер-министр, потом уже и стал уже директором ФСБ, потом премьер-министром и так далее. Вы называете Ельцина. Почему вы так считаете? Разве Ельцин был в состоянии что-либо понимать уже под конец, когда он уже передавал эту власть? Готовить эти террористические акты, это был не дело одного дня. Это требовало довольно серьезной подготовки и, наверное, много месяцев. И Путин стал премьер только в августе. Взрывы были в сентябре. Но до этого он был глава ФСБ. Поэтому именно на его плечах была ответственность для организации. Но как глав ФСБ он тоже был подчиненный. Кто-то должен дать ему приказ, он не может это организовать сам. И потому что все-таки власть была в руках не Путина, но в руках Ельцина. И мы видели демонстрацию этого, когда Ельцин назначал Путин сначала премьер и потом организовал того, что он стал исполняющий обязанности президента. И когда он сильно рекомендовал Путина к американскому президенту Билл Клинтон и так далее. Ельцин, естественно, был алкоголик, очень серьезный алкоголик, и наверное, у него был какой-то маразм. Но 8 сентября он встретился с Биллом Клинтоном и сказал Клинтону, что следующий президент будет Владимир Путин. Вам будет хорошо с ним работать, он очень хороший человек и так далее. Ну, рекомендовал. Но 8 сентября надо иметь в виду, что рейтинг Путина тогда был 2%. Рейтинг Ельцина тоже был 2%. Как он мог быть настолько уверен, что Путин становится новым президентом? Но 9 сентября взрывали дом на Горьяновской. И потом другие взрывы. И ситуация кардинально изменилась. Может быть, это совпадение. Но есть другие свидетельства. Люди, которые сказали, что все-таки в этом периоде, несмотря на его плачевном состоянии, это был Ельцин принял важные решения. И когда этот человек Манский делал этот документальный фильм по поводу выбора Путина, и он снимал семью Ельцина, это было очевидно, что все Ельцин, его жена, его дочка, все члены семьи, они ратовали для Путина, как будто бы это была их личная победа. Понимаешь? Да. И поэтому мы можем. Я тоже сначала думал и надеялся и предполагал, что это не может быть по решению Ельцина, что взрывали эти дома. Но как дольше я думал об этом, как больше я пришел к выводу, что это невозможно сделать без разрешения
и без, по крайней мере, одобрения, даже пассивного одобрения глав государства. Такая гигантская операция с такими последствиями. Все-таки Ельцин, по закону, он контролировал инструменты власти. Поэтому, не исключено, что, может быть, он был в таком состоянии, что его дочка и кто-то очень близко, или кто-то очень близко ему дал эти распоряжения. Но даже в этом случае Ельцин несет ответственность. Он был глав государства. Но я склонен думать все-таки, что он знал, одобрил и был рад, в самом деле, с результатом. Надо иметь в виду, что случилось в 1993 году, когда это не только была резня около Останкинской телебашни. Это было массовое убийство, которое просто превысило необходимости. Просто разгонять людей было бы очень легко, но они стреляли по людям, которые лежали в беспомощном состоянии. Я думаю, что они фактически хотели иметь довольно высокий уровень смертей, чтобы толкнуть вооруженные силы стрелять на Белый дом в следующий день. Ну, поэтому психология одно и то же. Хотели использовать провокации для политических целей. И нельзя предполагать, если мы можем сказать, что, может быть, Ельцин был в маразме или в запое в 1999 году, когда это все произошло. Что сказать о 1993-м? Я думаю, что по сравнению с Горбачевым, у Ельцина не было никаких проблем с жертвами, с массовыми убийствами невинных людей. Но, естественно, это все надо доказать. Факт, что взрывы были организованы и совершены Федеральной службой безопасности, для меня это уже бесспорно. Что касается участия Ельцина в этом, это все-таки есть очень много, которые указывают на это, но это требует больше информации, больше доказательства. И мы, как люди, которые хотят знать правду, это очень сложно, потому что мы не имеем доступ к документам. Люди боятся честно выразиться. Но все-таки, может быть, в будущем появляются еще убедительные индикаторы, что Ельцин в этом участвовал. Я не думаю, что это была его инициатива, его идея, это, скорее всего, Березовский, но Ельцин, я думаю, дал добро, мне так кажется. Ну, вы совершенно правы, потому что в той части, что
Ельцин как президент юридически, формально, конечно же, нес ответственность, даже если он был в запое, да, в длительном запое. И знаете, ваша еще... Федеральная служба безопасности, все спецслужбы, они подчинили ему. Совершенно верно. Совершенно верно. И я как раз хотел напомнить тот момент, связанный с организацией, задержавшей террористов. Это Министерство внутренних дел, и непосредственным начальником, министром внутренних дел тогда был Рушайло. И Рушайло был награжден секретным орденом, секретным указом героя России. Ему дали высшую награду Героя России. Но сам Рушайло Владимир Рушайло был назначен на пост министра внутренних дел в мае 1999 года. Как раз когда, грубо говоря, была подготовка к закладыванию этих бомб. Как бы и потом... Май 99-го? Да. Угу. Ну, я сейчас уточню вопрос. Но это было весной 99-го, его назначают, он был замом долгое время, потом его назначают министром внутренних дел, и вот министр задерживает террористов, ФСБ, это, я не знаю, ГРУ, без разницы, задержали террористов. Ладно, ФСБ что-то там мутит, но есть ведь силовик, который несет ответственность, и он задержал террористов. Тут до этого произошло 4 взрыва, убито более 300 человек. И этих террористов отпускают. Это... Да. Да, ничего страшного. И это как бы подталкивает на мысль, что утверждал-то министра внутренних дел, тогда еще не директор ФСБ Путин, как минимум, правильно? Потому что это председатель правительства предоставляет президенту там, министров своих, вроде так они утверждаются. Ну точно не директором ФСБ. Да, я думаю, что я не вижу просто важность вникать в этих бюрократических сложностях или деталях, просто потому что мне кажется, что без этого все очевидно. Очевидно, да, бесспорно. Очевидно. Ну, что самое простое? Ну, чтобы люди, чтобы мы упростили ситуацию для людей. Глава государства это был Ельцин. Да. Организовать террористические акты это может делать только спецслужб. Спецслужб, они подчинялись Ельцину. Да. Окей? Да. И сомнение, что в этом, что это было сделано спецслужб российских и не чеченские террористы, не должно быть. Не должно быть, потому что до сих пор нет никакого свидетельства, которое бы указывало на участие в этом чеченцы. Либо террористы, либо не террористы. Там нет такое свидетельства, но есть огромная информация, которая указывает на ФСБ. И это до сих пор. Поэтому ну, и даже если кажется, что Ельцин был в запое, и делали это, организовал и одобрил это члены его семьи, или люди, члены его антуража, он все равно несет ответственность. Что это за семью? Что это за антураж? И как использовать такое преступление, чтобы менять судьбу сотни тысяч людей, не говоря уже о судьбе стран.
Да, совершенно верно. Дэвид, скажите, вот еще вернемся, я еще обязательно, вы Березовского упомянули, обязательно спрошу про него тоже. Вы делали запрос ЦРУ и ФБР, и скажите, что вы получили то, что у вас вызвало, ну или удивление, или подтверждение той версии, что все-таки спецслужбы России, а не чеченцы, взрывали вот этих бедных русских в своих домах, мирных жителей. Ты имеешь в виду, какие информации из Госдепартамента и да, или ЦРУ, когда или не ФБР. ответили? Да. Ну, просто там был... Что подтверждало? Я получил от них информацию, что они имеют разные, как я сказал, информаторы, и все они считали, что эти взрывы, они очень подозрительные, и многие из них просто сказали, что они думали, что это дело рук провокаторов. Но они знали, естественно, что они говорят с американскими дипломатами, и они живут в России. Поэтому они немножко это сказали осторожно, но все-таки они дали понять, что что-то здесь не так. Но это без них это очевидно. Их реакция это интересно, потому что это указывает на то, что наши американские власти вяло или вообще не реагировали. Но если мы говорим о свидетельствах, которые указывают на причастность ФСБ в этом деле, они очень многие, и я об этом много раз писал, и я видел это в 99 году. И, между прочим, хотя мы сейчас это не помним, очень много русских газет сказали то же самое, что это провокация. Провокация, имеется в виду провокация не ФСБ? Со стороны власти. Со стороны. Они хотели оправдать новую войну в Чечне. Они хотели отвлечь внимание от массового воровства во время приватизации. Они хотели завоевать одобрение людей, которые будут очень легко мобилизировать, если есть какой-то общий враг, и этот враг напал на Россию. Они хотели играть на этих инстинктах, и поэтому это было довольно мне очевидно, что они это сделали, что они стояли за это. Но это случай с Рязаном, это просто вообще вопиющий, когда они поймали за руку те, которые положили бомбу в подвале. Это уже, если человек не будет верить, что Путин пришел к власти как результат террористического акта после этого, ты просто его не убедишь. Да, совершенно верно. Дэвид, тогда, как вы думаете, если бы российское общество тогда проявило, журналисты, там ведь много людей, да, на самом деле, которые могут влиять на информационное поле, если бы русское общество, российское общество в целом подняла бы какую-то волну, начало выходить на митинги, американцы и другие европейские цивилизованные страны, они бы как бы себя повели? Они бы могли бы игнорировать вот несколько десятков или даже может быть сотен, хотя это невероятно для России, сотен тысяч людей, если бы вышли бы, могли бы игнорировать западное общество вот такой фактор? Если было бы массовый протест, конечно, это было гораздо труднее игнорировать. Гораздо труднее. Но раз русское
русское общество пассивное. В этом вся беда. Они не реагировали. И русские журналисты, они писали, но они не подписали просто долго. И естественно, власти тогда начали пугать людей. Но даже без этой демонстрации со стороны русских, наше американское правительство всегда имело возможность вникаться в этих очень важных событиях, и это они не сделали. Не сделали. Дэвид, мы вот затронули тему личность такую Березовского, как говорят, убитого. Скажите, какая роль, на ваш взгляд, была Березовского в назначении Путина и вообще взрывах? Он же долгое время потом находился рядом в России, во власти, и только через какое-то время уехал из России. Он уехал, когда стало очевидным, что Путин не готов разделять с ним власть. И Березовский перешел в оппозицию, и это Березовский знал, что это плохо кончится для него, поэтому он бежал. Но я думаю, что он больше всех он был советник семьи Ельцина. Он их погрузил в коррупцию, хотя, наверное, особое поощрение они не нуждались. Я думаю, что он был, наверное, самый изобретательный из этих людей. Это точно. По крайней мере, он был человек, который очень хорошо знал, как создать аферы, как организовать большие обманы. Поэтому это его последний обман в России. Но это был самый страшный, конечно. Значит, Березовский знал о готовящихся взрывов и был в курсе, вы считаете? Наверное, это, была его идея. Я так думаю. Ну, они работали вместе с другими. Может быть, кто-то еще что-то предложил. Но это просто эти факты мы сейчас не располагаем. Но я слышал какие-то куски слухов, и это мое впечатление, что это случилось так. Но факт, что эти взрывы были организованы не чеченцы, но русские спецслужбы, это я не сомневаюсь, на базе просто свидетельства. Кто за это стоял и в каком порядке, я могу только догадываться. Ясно. Я вот недавно опять пересматривал старые видеозаписи, где принимает участие Михаил Трепашкин, бывший ФСБшник, адвокат жертв одного из дома в Москве взорванного. И он там рассказывает, что после вот этого рязанского сахара, рязанских учений, в Москве были задержаны ФСБшниками люди, которые тоже с гексогеном закладывали еще один мешок. И после этого просто расформировали вот эту группу ФСБшников, их уволили, и ФСБшники начали заниматься вопросом восстановления. Они не могли понять, за что их уволили, вроде они тут задержались с гексогеном кого-то, и взяли и весь отдел уволили, который вот этим занимался. И они занимались восстановлением на работу
попыткой восстановиться на работу, но не расследованием. Хотя все в России знают, что проходят взрывы, говорят о гексогене, а ФСБшники занимаются только восстановлением на работу. Как Литвиненко на пресс-конференцию никто не пошел. Вам было известно вот об этом случае и подобных случаях что-нибудь известно вам? Говорили, что Гочияев предупредил, что они арендовали другие подвалы. Ага. И я не знаю, после Рязана я не знаю, я не думаю, но во время взрывов, может быть, они имели другие мишени в виду. И Гочияев сделал предупреждение, ну, по его рассказу. И они нашли одну бомбу. Ну, там цифры разные. Люди говорят о количестве бомб, которые обезвредили. Но это вполне возможно. Я не знаю. Но сам Гочияев, он был организован, чтобы быть обвинен в этом. И, может быть, расстрелян или повешен или что-то. Гочияева сейчас нет, да, я так понимаю, в живых? Никто не знает, где он. Жив или, по крайней мере, я не знаю. Жив ли он или нет, я не знаю. Как вы считаете, Дэвид, если, например, эти расследования в России найдется, да, не чеченцу и американцу заниматься этим расследованием, не только чеченцу и американцу заниматься этими расследованиями, было, конечно, несколько русских, которые убили. Как вы считаете, если будет как-то установлена и доказана причастность спецслужб России к взрывам этих домов, что может измениться вот в мире, в России? Как-то это повлияет или это уже пройденный этап, 20 лет прошло? Я думаю, что это может обезвредить путинский режим, чтобы лишить путинский режим возможность репрессировать население в случае серьезного кризиса. Мы можем помнить истории августского переворота. Лидеры путча, они не хотели большая кровь. И это было частично потому, что веры в коммунизме уже не было. И я думаю, для путинского режима организовать опять большую кровь, они должны иметь просто уверенность населения и уверенность людей, которые стоят в правоохранительных органах и в военных организациях. Но если они будут знать правду, эта уверенность может колеблется. Поэтому я думаю, что в самом деле это не тривиальный вопрос. Это судьбоносный вопрос, который имеет значение для будущей России. Очень важный вопрос, не только для русского народа, это важно очень для чеченского народа, который был обвинен в этих взрывах и пережил геноцид. Я хотел бы тогда понять... Я всегда считал, что чеченцы должны энергично отвергнуть эту фальшивую версию. Но они старались, Масхадов старался, Закаев тоже периодически говорит об этом. Но это надо, люди просто не понимают, настолько чеченцы отрицают, что они были причастны к этим взрывам. И эти взрывы, они способствовали Вторую Чеченскую войну. И мы знаем такой уровень жестокости, сколько людей там были убиты.
Да, совершенно верно. Вытекает вопрос тогда, Дэвид, а как сдвинуть тогда вот эту махину, что кого на Западе, на Россию, в принципе, ни на суды российские, ни на Верховные, ни на другие суды России рассчитывать вообще не приходится. Как сдвинуть эту махину и здесь начать процесс, пока это не перейдет в юридическое русло и не конкретно... Начать процесс здесь, на Запад? Да. Не знаю. Я думаю, что надо сделать какой-то художественный фильм или что-то по этому поводу. Судебный процесс со стороны Америки или Западной Европы это только может быть Европейский суд по правам человека, это можно. Ну да, Европейский суд, да. А так не гражданин Америки не может подать в американский суд на преступление, совершенное в России. Или гражданин Америки, допустим. Там есть девушка, у которой мама погибла. Наверное, могут. Это начать процесс. Но другое дело, настолько они хотят. Потому что люди устают. Они без этого довольно травматизированы. Да. Дэвид, много людей уже погибло, которые занимались этими темами, да, вот именно этими взрывами. Практически все, кто серьезно занимался этими вопросами, погиб, был убит насильственной смертью. У вас возникали какие-нибудь там угрозы, преследования, именно вот когда вы занимались этим вопросом? Нет, никаких. Никогда, да? Ну, вот с исключением факта, что я был выслан из России. Но это не было связано напрямую с взрывами. Ну, у вас, наверное, много заслуг было. Да, заслуги были разные. Да, я представляю. Да, отлично. Дэвид, ну вот недавно в России был задержан американец, бывший военнослужащий, которого осудили на длительный срок, 16 лет ему дали. И когда был задержан всемирно известный, самый крупный, наверное, в мире торговец оружием Бут, у нас в чеченской среде возникла такая мысль, что теперь будут брать заложники американцев в России. И вот через какое-то время, и он уже не первый американец, недавно был один американец выслан из России тоже. Как вы считаете, вот эта порочная практика по захвату заложников, по-другому их назвать нельзя, это люди-заложники. Как вы помните, был недавний случай, когда израильтянку точно так же, когда им нужно было решить вопрос там какой-то с хозяйственных споров, была задержана израильтянка, которую обвинили там в хранении, перевозке наркотиков и так далее. Но это распространенная такая русская привычка. Как вы думаете, обменяют ли сейчас Бута на вот американца, который вот недавно сейчас был осужден? Не исключено. Я не знаю, как будет. Но они, очевидно, этот человек, который они захватили, это американец, он явно для них не представляет настоящий интерес. И он явно тоже не разведчик, не шпион. Поэтому, может быть, они хотят его на кого-то обменивать, но это свидетельствует тому, что они имеют это рабовладельческий менталитет. Да, в России ничего не изменилось с 1861 года. Ничего не изменилось, это точно. Я бы хотел вам задать, Дэвид, вопрос, заканчивая, в принципе, наше интервью, задать вопрос по поводу убийств американских, натовских военнослужащих, в том числе американских, в Афганистане.
Нью-Йорк Таймс недавно опубликовал, тут сейчас в русском информационном поле сейчас очень много распространяется информации, что Нью-Йорк Таймс это фейк распространяет, что это неправда и так далее. И Россию могут в конце концов, наконец-то, когда-нибудь ее признать, ну, не страной террористом, но хотя бы спонсором терроризма. Правда ли это, что вы слышали по этому поводу, фейк или нет? И признают ли Россию спонсором терроризма, на ваш взгляд? Трудно сказать. Я думаю, что будет, судя по истории, будет большое нежелание это делать. И именно этот случай, это обвинение приходится доказать, потому что факт, что какой-то анонимный источник дает информацию, Нью-Йорк Таймс стал не очень надежным. И факт, что они цитируют анонимные источники, тоже не внушает доверия. Самое главное, я бы предпочел, что они признали Россию спонсор терроризма в отношении 1999 года, когда и тоже уничтожение малайского Боинга, и Беслан, и Норд-Ост, и много другого. По поводу этой ситуации с Талибаном, это требует больше в смысле доказательства. Но мы должны тоже смотреть, что творится внутри России. И имея в виду, что это тоже надо быть просто предмет международного внимания. Я не понял, что вы имеете в виду внутри России, Дэвид? Внутри России это если, есть внутри России или внутри страны, где Россия воюет. Например, в Восточной Украине, Чечне. Чечня сейчас официально внутри это границ России, но в любом случае это касается России и ее соседей, и не прямое столкновение между Америкой и Россией, которые могут быть не настолько драматично, как все, что творится либо внутри России, либо в бывших советских республиках. Ну, что касается Чечни внутри России, то это еще с какой стороны посмотреть? С моей стороны, это Россия в Чечне. Мы просто, сейчас, я не говорю здесь, что Чечня должна быть частью России. Я, наоборот, считаю, что Чечня должна быть независимая, но и судя по данной ситуации сейчас формально считается, что Чечня это часть России. Да. Я не говорю Российской Федерации, потому что Россия явно не федерация. Они любят, когда люди используют эту формулировку Российская Федерация. Это как-то звучит очень демократично. Сейчас, секунду. Да, вы правы. Okay. Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы, Дэвид. Конечно же, я знаю, что вы так не считаете. Я знаю, что вы очень долго занимаетесь нашей проблемой чеченской, помогаете чеченцам, дружите с нашими первыми лицами, с Ахмедом Закаевым, с другими нашими, вы знакомы, дружите много лет, занимаетесь, ищете правду.
Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Это очень важно не только для вас, лично для Америки, для всего мира, для нас, чеченцев, это просто огромное значение имеет. И я тоже считаю, и вы один из тех, кто меня подвел под эту мысль, что камень преткновения — это взрывы 99-го года, когда нелегитимный режим вот этих банды, не знаю, бандитов, ФСБ, ментов, всех вместе захватили власть в России и устроили геноцид, очередной геноцид чеченского народа. Спасибо вам большое, Дэвид. Спасибо, Аслан. Я хотел расспросить о вашей, по заключительный вопрос, расспросить о вашей книге, которая никогда называется «Никогда не разговаривай с незнакомцами» или с неизвестными людьми. Ну, она на английском, она только что вышла. Это собрание всех моих статей и эссе и так далее. Это все, что связано с Россией, я так понимаю, да? Да, Россия, Советский Союз. Россия, Советский Союз. А я как раз буквально на днях заказал себе книгу вашу, как я говорил в начале своего эфира. И когда обязательно выйдет на русском языке, на английском мне немного сложновато еще пока, я обязательно приобрету и всем советую приобрести вашу книгу. Спасибо. Но меньше знаешь, крепче спишь, можно на Amazon заказать просто на русском. Да, я знаю, я на русском себе и заказал. Здесь в Гамбурге я заказал, и мне должна вот через пару дней прийти. И я ее у себя на канале своим зрителям уже как бы ее презентовал и буду ее разыгрывать. Я буду эти книги рассылать своим подписчикам, устраивать будем разные интересные конкурсы и буду им как призы отправлять вашу книгу. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за интервью. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Всего доброго.